С 1 января увеличивают на 5% пенсионные отчисления. Причем за счет работодателей, то есть бизнеса. Людям, которые не платят зарплаты, а их получают, а таких большинство в стране, вроде бы должно быть все равно. Так и говорят в нашем Министерстве труда, мол, цель изменений исключительно в повышении благосостояния граждан Казахстана. Заботится министерство о нашем благосостоянии, что очень мило. Но это полная ерунда, потому что изменения эти очень плохие, и коснутся они всех без исключения. К примеру, работодатель создает рабочие места. У него есть целая команда людей, которым надо платить зарплату. И это расходы бизнеса, которые возникают каждый месяц. Так вот, с введением новых отчислений расходы, которые работодатель будут нести для того, чтобы выплатить зарплату своим сотрудникам, составит 38% от каждого тенге. Это индивидуальный подоходный налог, пенсионные и социальные отчисления. То есть для того, чтобы нанять человека и платить ему зарплату в 100 тысячах тенге, работодатель должен отдать государству 38 тысяч. Еще 2 года назад эта цифра составляла 32%. Стало ли выгоднее создавать рабочие места в стране? Нет, это на 6% не выгоднее, чем 2 года назад. Вы можете сказать, что пенсионные 10% сейчас удерживаются у работника, а не у работодателя. На бумаге это так, а по сути на рынке труда все работники давным-давно обсуждают исключительно зарплату нет или на руки. Любые пенсионные, проблема только работодателя. Вы можете сказать, что пенсионные средства работодатель отдает не государству, а инвестирует в достойную старость своих работников. Тоже ерунда. Пенсионный фонд в стране давно превратился в фонд финансирования государственных проектов. Причем никто этому даже не удивляется. Причем проекты убыточные. Причем никто не знает, сколько денег в фонде сейчас по факту есть. И это значит, что работодатель отдает деньги не на достойную старость своих работников, а на проекты государства, о нужности которых никто не спрашивал. Откуда и возьмут работодатели эти дополнительные 5%? Конечно, они соответственно увеличат стоимость своих услуг. И так поступят все работодатели в стране. А это значит, что стоимость всего в стране увеличится, и не на 5%, а намного больше. Многие работодатели переложат затраты на работника. Работники-то работают нормально, и не заслужили понижения зарплат. Поэтому с работниками начнут хитрить и вернуться к схемам, по которым зарплаты выдают в конвертах, как в 90-е. Опасно, сложно, неприятно, невыгодно государству. Предлагаемое увеличение пенсионных взносов не только создает проблемы бизнесу, оно еще и на рабочие места повлияет, потому что теперь у бизнеса еще меньше стимулов их создавать. Еще и цены повысит, потому что бизнесу надо на кого-то перенести издержки. И поступление в бюджет сократится, потому что бизнес снова перейдет на серые схемы по зарплатам. И ради чего это все? Ради того, чтобы государство и дальше могло финансировать никому не нужные проекты из пенсионных денег. Есть ли стимул делать бизнес в нашей стране? Многие ответят, конечно, нет. Всем привет! Это Макс. Макс обожает совершать покупки в интернете, и при этом он знает, как выгодно сэкономить. Все просто. Скачивайте мобильное приложение EPN Cashback, регистрируетесь, переходите в любимый магазин и совершаете покупки как обычно. Часть суммы с покупки будет автоматически начислена на ваш счет в приложении. Вывести полученные деньги вы сможете быстро и удобным для вас способом. Начните экономить и вы.